Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Преступление и наказание. 3 мужчин приговорили к заключению за похищение и изнасилование женщины весной в Якутске. Сколько дал суд обвиняемым? Не с 18 лет, а с 21 года. Обсуждаем инициативу Минздрава России об увеличении возрастного ценза продажи алкоголя. Какие есть в этом плюсы и минусы? 300 лет на службе. Большой юбилей празднует Миграционная служба России. Как госорган работает сегодня? Прикоснись к ценностям. Посетители Госхранилища Якутии могут не только посмотреть на экспонаты, но и подержать в руках. Акция до конца сентября. Как дела в Южной Якутии? Обзор новостей и событий Ниренгринского района в конце выпуска. В Якутске на улице Дзержинского около остановки ЕКСМК произошло серьезное ДТП. Машина снесла опору светофора и перевернулась. Водители и пассажиры автомобиля, к счастью, не получили серьезных увечий. Пострадал, однако, пешеход, который проходил в это время мимо перекрестка. Об этом сообщили инспекторы ГАИ и очевидцы происшествия. Девушку забрала карета скорой помощи. Ехали со стороны Калица, по Дзержинского в сторону кольца, в сторону порта, по левой полосе крайней. Потом потихоньку пристроились на правую, где 16-я школа, уже ехали по крайней правой полосе. И посередине ехал ВИШ, ближе к перекрестку начали подъезжать, ВИШ резко пристроился право, подрезал, получается. Ну, не увидел он нас, походу. Уже вот-вот рядом с ним ехали, и он давай вправо. Все, мы ушли, получается, от удара и врезали сюда. Ехали, наверное, где-то 40-50. А пострадавший есть или нет? Вот как? Я пассажир, он водитель, все. Вот. Знакомый мой, позвонил ему, чтобы он меня забрал. Меня забрал, и вот не доехали маленько. По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка-пешеход 2002 года рождения. Приехавшая бригада скорой помощи увезла в детский медицинский центр. Сейчас уточняется состояние здоровья, ну и после чего будет выдана справка, какие травмы она получила именно впоследствии дорожно-транспортного происшествия. Ну, по данному происшествию устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, по заключению которого будет уже известно, кто виноват именно в данном дорожно-транспортном происшествии. 3 мужчин приговорили к заключению за похищение и изнасилование женщины весной в Якутске. Напомню, этот случай вызвал большой резонанс в республике. Было нашумевшее собрание в Триумфе. По данным следствия, поздним вечером 16 марта обвиняемый отправился на поиски девушки и в районе улицы Кузьмина увидел идущую женщину. Подъехав к ней, он насильно затащил ее в салон автомобиля, заблокировал двери, совершил изнасилование. Потерпевшая следует из материалов дела. Отмечается, что затем обвиняемый отвез девушку в автосервис, где передал своим приятелям. 2 мужчин не выпускали девушку из автосервиса, а 1 обвиняемый совершил насильственное действие сексуального характера. Через некоторое время женщина сбежала от них и обратилась в полицию. Основной фигурант уголовного дела приговорен к лишению свободы на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еще 2 подсудимым суд назначил лишение свободы сроком на 4 года и 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. К другим темам Минздрав России выступил с инициативой увеличения возрастного ценза продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Многие регионы уже поддержали этот закон, который в скором времени уже будет принят. Какие есть в этом плюсы и минусы, разбирала наш корреспондент Сусанна Рожина.
В связи с тем, что инициатива исходит от федерального Минздрава, то врачи, естественно, поддерживают этот закон, так как он направлен на уменьшение алкоголизации населения страны. Статистика – вещь упряма, и в Якутии, несмотря на все усилия, продолжается рост употребления алкогольных напитков среди населения. И что самое страшное, среди молодого поколения. В сегодняшний момент все-таки пока еще мужчины у нас превалируют, но женщины догоняют, причем догоняют большими темпами. Кстати, в подростковом возрасте у нас, вот если подростковая служба отмечает, что рост девочек, сейчас девочек у нас, пробующих алкоголь, больше, чем мальчиков. По данным якутского наркодиспансера, на учете с синдромом зависимости от алкоголизма стоят более 11 тысяч человек, а с пагубным влиянием около 1500 человек. И по мнению врачей, алкоголь оказывает свое негативное влияние именно на молодой и неокрепший организм. Возраст 18 лет – это еще ребенок, еще не сформировались все органы и системы, особенно центральная нервная система. Почему в этом возрасте дети подвержены различным воздействиям внешней среды, влиянию окружающей среды? Поэтому 21 год – это приблизительно уже человек, который может давать отчет своим действиям. Считаю, что это пойдет только на пользу Якутску. Я думаю, что нужно повышать возраст продажи алкоголя, потому что некоторые продают вообще типа без всяких там паспортов и так далее. 16 лет – это все-таки еще не такой уж взрослый человек, чтобы употреблять не то что алкоголь, но и курить, и это все. Но тут есть и обратная сторона медали. Законом запрещена продажа лицам младше 21 года алкоголя крепостью более 16,5 градусов. Хотя врачи не видят никакой разницы по крепости алкоголя. А вот чем опасен алкоголь с меньшим содержанием градусов? То есть они употребляют, пьют и не замечают, что в принципе-то с того состояния опьянения, чтобы достичь, надо принять-то большее количество. То, что больше, это не есть хорошо. Однако у федерального Минфина свое мнение по поводу продажи крепкого алкоголя, и поэтому данный законопроект не поддержал, хотя Министерство предпринимательства поддерживает инициативу. Принятие этого закона должно быть направлено на усиление работы со стороны МВД в части, конечно, вот такого вида деятельности, как бутлегерство. Конечно, это нужно искоренять, над этим вопросом нужно работать. Причем работать не только полиция, здесь должны работать и общественность. И, конечно, сегодня наши коллеги, наши предприниматели, они не высказались против того, что сегодня увеличивается возраст, в принципе, 21 год. Как мы видим, только выпадающие доходы от продажи крепкого алкоголя тормозят принятие данного закона. Но уже большинство ведомств поддерживают эту инициативу. Законопроект согласован практически со всеми федеральными органами. И, возможно, уже в конце года проект будет рассмотрен. Сусанна Рожина, Григорий Николаев, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. В Мирном прошло совещание по вопросам предстоящего строительства дороги к новому аэродромному комплексу. Воплощение проекта в жизнь должно начаться в 4-м квартале текущего года, а завершиться летом 2023 года. В рамках проекта будет построено само здание аэровокзала, новая взлетно-посадочная полоса, сети тепло- и электроснабжения, а также дорога, которая свяжет аэрокомплекс с городом. Дорога составит 6 километров асфальтобетонной трассы с тротуарами по обе стороны и современным освещением. Бюджет проекта 22 миллиарда рублей. Финансирование будет из двух источников. 10 миллиардов направит Алроса, остальную сумму предоставит федеральный бюджет. Целый ряд, вы слышали, есть проблем. Это и озеленение необходимо будет. Более 18 собственников на этой территории находятся. Мы, конечно, город будет обращаться к ним, и мы, как районная власть, по приведению в порядок закрепленной за ними территории, зданий, сооружений. Ну и необходимо будет отработать с руководством республиканской автодороги Вилюй. А шоссе Чернышевское – это часть республиканской автодороги Вилюй, которая связывает Удачный с Мирным и Ленском, по тому, чтобы привести тоже в соответствие. Завтра в Якутске пройдет ярмарка вакансий нефтегазового комплекса. Работу представят такие компании, как «Газпром Трансгаз Томск», «Газпром Добыча Ноябрьск», «Саха-Транснефтегаз», Якутская топливно-энергетическая компания и ТАСС «Уряхнефтегазодобыча».
Ярмарка пройдет с 2 до 5 вечера на первом этаже корпуса КФН СВФУ. Отметим, что мероприятие проводится в рамках региональной программы под названием «Местные кадры в промышленности». В этом проекте участвуют 22 компании. И благодаря этому проекту за первое полугодие текущего года трудоустроено уже более 3000 якутян. Организация технологий и защиты информации – так называется специальность в Алданском политехникуме. Направление пришлось возобновить в связи со спросом на таких специалистов, рассказывает наш корреспондент в Алдане Татьяна Вахнина. Последняя, третья пара закончилась. В политехникуме расписание отличается от школьного. Впрочем, в новый учебный режим ребята вошли быстро. Первокурсник Саша Бурнас с товарищами могут считаться первооткрывателями специальности «Организация технологий и защиты информации». Набор на данное направление был произведен в этом году. Это мне ближе всего из специальностей. Сварщиком, не очень работать не по мне. Строго говоря, специальность «Организация технологий и защиты информации» в политехникуме не новая. Ранее обучение по данному направлению производилось. Возобновление работы факультета было продиктовано спросом на специалистов данного профиля. Востребованность в районе высокая, как в школах, так и во многих учреждениях, организациях. Как правило, мы сталкиваемся с нехваткой специалистов по системному администрированию, по информационным технологиям. Поэтому мы считаем, что эти выпускники будут востребованы на рынке. Тонкости и нюансы информационной защиты в Алданском политехникуме будут осваивать 15 человек. Набор производился на базе 9 классов, а учиться ребятам предстоит 4 года. Хорошие ребята, умненькие, послушные. Динара Исмакова, куратор первокурсников. В Алдан она приехала из Якутска. С набором обучающихся на новую специальность был тесно сопряжен кадровый вопрос. Преподавателей ряда дисциплин в политехникуме не было. В рамках ярмарки педагогических вакансий, которая в рамках августовского совещания проводилась в городе Якутске, отобрали, пригласили специалиста, преподавателя по информатике. Соответственно, сейчас на уровне общеобразовательного направления, курса вернее, у нас есть специалисты, которые могут качественно обучать студентов. Ребята, освоившие направление «Организация технологий и защиты информации», трудоустраивались без особых проблем. Несколько выпускников остались работать в техникуме. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 30 секунд короткая пауза, затем вернемся и продолжим итоги дня. Смотрите далее. 300 лет на службе. Большой юбилей празднует Миграционная служба России. Как госорган в Якутии работает сегодня. Прикоснись к ценностям. Посетителей Государственного хранилища Якутии могут не только посмотреть на экспонаты, но и подержать в руках. Акция до конца месяца. И как дела в Южной Якутии. Обзор новостей и событий Нерюнгринского района в завершении выпуска. Итоги дня на Якутии-24. Продолжаем выпуск. Россия будет наращивать эффективность государственной поддержки туризма и укреплять конкурентоспособность туристического рынка. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, которая проходит в Петербурге. Как отметил глава государства, только за последние 5 лет Россию посетили 125 миллионов иностранных туристов. Это стало результатом последовательной работы по развитию туриндустрии в стране. Мы будем еще более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической цифровой эпохе. Так в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей. Мы открыты для обмена интересными идеями и предложениями, готовы и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Представители водного транспорта, ученые и все те, кто связан с водными объектами республики, собрались на круглом столе у председателя Госкомобеспечения региона.
Основным вопросом обсуждения стало негативное гидрологическое явление на реках Якутии. Кроме этого, обсуждали и то, как идет сегодня судоходная компания и доставка грузов. Сообщили, что подобные обмеления рек бывали и ранее в Якутии, а сегодня необходимо консолидировать все силы и средства, объединяя общие усилия как ученых, так и представителей водного транспорта, чтобы в будущем не страдать от подобных ситуаций. Конечно же, река Лена, она достаточно глубоко изучается сегодня. И есть очень большие наработки, которых надо оживить, поднять и уже над этими проблемами работать. Это, наверное, в первую очередь, это обеспечение города Якутска питьевой водой, акционерным обществом Якутводоканал. Вопрос, который сегодня на повестке дня, в такое время, когда река обмелела, оно стоит на первом плане. Это перспектива, значит, может быть, какие-то приведение корректив на систему северного завоза, переход на железнодорожный транспорт, в котором уже мы сегодня приняли решение кое-какое, да. И, естественно же, это перевозка автотранспорта. Завтра в Алекминском, Алданском и Нерюнгринском районах республики ожидаются дожди, местами сильные. Есть вероятность подтопления пониженных участков местности, размыв мостов, дорог местного значения и нарушения транспортного сообщения между населенными пунктами. При этом отмечается, что умеренные дожди и ливни снизят задымленность в районах и благоприятно скажутся на лесопожарной обстановке в республике. В Нерюнгри раз за разом наблюдаются акты вандализма в скверах, мемориалах и площадках. О примерах плохого отношения к окружающим объектам города в сюжете Екатерины Павловой. В социальных сетях нерюнгринцы любят осуждать местные власти за то, что они ничего не делают для создания комфорта и уюта нашего небольшого северного городка. Но так ли это на самом деле? Детский городок в парке, подаренный жителям менее года назад, приходится ремонтировать каждую неделю. Мне кажется, это вряд ли ломают малыши. Это ломают взрослые мальчишки, девочки, которым уже лет по 16. Это где-то не досматривают родители. Потому что я вожу сюда своего 10-летнего ребенка, и он с огромным удовольствием, в принципе, сюда ходит. Качелька была наша любимая, скажем так, очень удобная для малыша, то есть для мам. Все вроде делается для родителей, для детей, чтобы, как говорится, дети что-то видели наши здесь. Не то, что в больших городах все это есть, а мы, скажем так, это все упускаем. И то последнее ломают. Очень жалко. Еще более печально, что люди наплевательски относятся к памятникам. Неизвестные отломили приличный кусок от свежеотремонтированного пилона мемориала Славы Ника. Это наводит на мысль о том, что современное поколение не знает и не чтит историю не то что города, а всей страны. Подвергнувшийся вандализму мемориал Славы установлен в память о героях, которые в годы Великой Отечественной войны проливали кровь за жизнь и мир. Священный долг каждого человека помнить, какой дорогой ценой досталась победа над фашизмом. Тоже и с историей города и уважением к труду людей, благодаря которым вырос Нерюнгри и сегодня процветает. Все мы помним о том, как члены клуба «Мотопатриот» сделали подарок нерюнгринским детям, установив в городском парке культуры и отдыха советский тяжелый мотоцикл «Урал» в новом оформлении в виде яркой, красочной, малой архитектурной формы. Однако подарок буквально в тот же вечер стал объектом откровенного вандализма. Оторванная ручка-тросик, разбитый спидометр, сорванные накладки. Нерадивые гости парка не оценили труд и старания других людей. Мягко говоря, это неразумно. Если подумать, то зачем писать вот эти все надписи? Вот зачем? Портить вещь. Вот если подумать, то эта вещь чья-то. Но подросткам вот этим всем все равно. Они так-то развлекаются. Нельзя портить имущество вот, чужое. Ну, построили им специально детям. Ну, зачем ломать именно качели? Дети вот расстраиваются, что вот мы хорошо качались на ней, мы радовались, а теперь ее нет, и очень жалко. К сожалению, таких примеров в городе немало. От рук вандалов страдают скверы, парки, новые лифты, отремонтированные подъезды. На восстановление тратятся немалые средства, которые могли бы пойти на улучшение жизни горожан. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Единая школьная карта набирает популярность. Теперь с помощью такой карты можно не только контролировать питание, расходы детей, оплачивать проезд в автобусах, но и воспользоваться даже услугами библиотеки. Сегодня в системе единой карты ЛК-14 уже 50 тысяч пользователей.
У каждого участника проекта, родителей и учителей открыт свой личный кабинет, через который можно в онлайн-режиме отслеживать все происходящее. Сегодня картой пользуются в 24 школах Якутска, еще в нескольких районах республики. Есть еще поиск дополнительных кружков, да, умная библиотека, можно сказать. И также этой же карточкой дети могут еще пользоваться транспортной карте. И вот мы хотим, наша цель вообще всесторонне развивать наше поколение, да, планы, внедрить наш проект, да, во все школы по Республике Саха-Якутия. Сегодня 300-летний юбилей празднует Миграционная служба России. Орган предоставляет услуги по регистрационному учету граждан, оформлению паспортов, загранпаспортов и многое другое. Подробности у нашего корреспондента Юрия Осипова. Миграционная служба начинает свою историю с 1719 года с указа Петра I. С тех пор миграционные подразделения претерпели немало изменений. К примеру, чтобы получить паспорт России, обратиться нужно именно к ним. Наша работа, конечно, очень рутинная, многообразная. И когда получают дети впервые, достигшие 14 лет, основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, очень волнуются. И этот момент очень нас вдохновляло. И благодарность родителей, граждан, которые получают нашу услугу, для нас очень высокая оценка. Больше всего услуг оказывается по регистрационному учету граждан. Так, численность населения республики в 2019 году возросла на 0,3% и достигла более 960 тысяч. В целом миграционная ситуация на территории нашей республики является стабильной. Дело в том, что на протяжении длительного периода времени, естественно, существует определенная динамика именно как раз по прибытию иностранных граждан на территорию нашего субъекта. С чем это связано? В первую очередь, естественно, с экономическо-социальным развитием нашей республики. Дело в том, что мы являемся на территории Дальневосточного федерального округа наиболее благополучным субъектом Российской Федерации, именно как в части по привлечению инвестиций и в том числе и по осуществлению как раз экономически важных проектов, именно направленных на развитие нашей республики. Сегодня миграционная служба активно работает и в электронном формате, оказывая помощь через портал госуслуг. Но несмотря на все новшества, сотрудники правопорядка не забывают о борьбе с незаконными мигрантами. Также мы осуществляем контрольно-надзорную деятельность. Это в отношении иностранных граждан, также лиц без гражданства. Осуществляем внеплановые проверки, проводим оперативно-профилактические мероприятия. Основная часть и наплыв идет на наш отдел по вопросам миграции в городе Якутске. В Якутии на сегодняшний день работает чуть больше 220 сотрудников МВД, которые занимаются вопросами миграции. И не считаясь своим малым количеством, изо дня в день помогают людям. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. Прикоснись к ценностям. Посетители Государственного хранилища Якутии могут не только посмотреть на экспонаты, но и подержать в руках. Акция продлится до конца сентября. Все подробности у Юлии Великодной. Слиток серебра весом 30 килограммов самой чистейшей пробы лежит на видном месте, вне витрин. Этот металл выбран не случайно. Якуты всегда почитали серебро и считали, что оно оберегает. Именно к слитку разрешено прикоснуться. Говорят, если при этом загадать желание, оно обязательно сбудется. Якуты очень ценят именно серебро. Они считают, что наши предки считали, что серебро, звон серебра отпугивает нечистой силы. В основном, основная задача – это обереги. Стоимость экспонатов в сокровищнице сложно подсчитать. Ежедневно курс драгоценных металлов растет. Также экспонаты дорожают из-за исторической ценности. Коллекция пополняется ежегодно на конкурсной основе. Я первый раз пришла в сокровищницу, потому что мне порекомендовала подружка. К сожалению, это мой первое и последнее посещение, потому что из родного города я переезжаю в другой. И решила посмотреть. Мне больше нравятся почему-то не ювелирные украшения, а из череита изделия. Мне кажется, это очень красиво, фиолетовый такой цвет. И прямо слов нету его описать. Частые гости сокровищницы – иностранные гости из Японии, Кореи, Китая, Америки и других стран. Аналогов коллекции нет нигде в России. Она отражает все богатство недр Якутии и талант ювелиров. Я приехала сюда в командировку
в наш филиал в Якутске первый раз здесь, и, соответственно, мои коллеги решили мне показать все, чем богата Якутия и интересно. Ну, во-первых, восторг, да, от того, что есть у нас там в стране, и что это находится здесь. Это красота, конечно, бриллианты, это вообще какие-то необыкновенные изделия, которые вообще непонятно, как люди могут сотворить своими руками. В коллекции более 1000 экспонатов, все они тщательно охраняются под сигнализацией. Вход в сокровищницу разрешен только после досмотра и прохода через рамку металлоискателя. Количество посетителей госхранилища составляет 10 000 человек в год. Юлия Великодная, Георгий Григорьев, Якутск. Акция, посвященная 75-летию победы над фашистской Германией, стартует на телеканале «Якутия-24» сегодня в 21:00. Покажем архивные хроники, видеокадры и сюжеты о героях войны. И важное объявление. В кадрах хроники будут показаны люди, о которых и по сей день мало что известно. Поэтому, если вы узнаете на экране своих дедушек, бабушек или других родственников, просим вас обратиться к нам в редакцию и рассказать о своих предках, о том, где они воевали, где служили, об их истории. Нам важна любая информация. Телефон горячей линии редакции 42 08 88. Потом подготовленный видеоматериал полностью предоставляем этим людям от нас в подарок. Еще раз отмечу, что акция «Мы помним» стартует уже сегодня в 21:00 на нашем телеканале. На фронт, как все, пошел якут-солдат. За родину он жизнь отдать готов. Но устремив на запад смелый взгляд, он ненавистных истреблял. Ну а сейчас обзор новостей и событий Нерюнгринского района. Не переключайтесь, будьте всегда в курсе.